На долю Абдурахмана Даниловича выпало, на самом деле, непростое время. Он находился у руководства нашей республики в самые тяжелые времена. И на каждом периоде он проявил себя как талантливый руководитель. Не зря его признают по праву важным и величайшим советским и дагестанским деятелем, общественным, политическим, грамотным руководителем. Его управленческий талант, его проницательность, дальновидность позволили нам внести героический вклад в дело победы. Ну и потом, после военный период, тяжелая экономическая ситуация, практически разрушенное народное хозяйство. Благодаря его умению, его пониманию экономики было восстановлено и развита промышленность Дагестана. Не только промышленность, образование, наука. Ведь именно по его инициативе были преобразованы учительский институт, педагогический институт, открыт филиал Академии наук. Вот. И я думаю, мы просто обязаны были сегодня отдать ему достойную его памяти дань уважения. Вот. И мы будем и дальше развивать эту деятельность, сохраняя память и развивая ее о славных сынах Дагестана, таких как был Абдурахман Данилович. Это благодаря нашему руководителю, талантливому руководителю, грамотному, умному, руководителю, который любил свой народ, свою страну, свою республику. И у него очень много заслуг перед нашей страной, перед нашей республикой. Самая большая заслуга — это его любовь к нашим простым дагестанцам, горцам. Он сам был горец, дагестанец. Наши простые люди, дагестанцы, получали от него все то, что необходимо в самое тяжелое время. Я бы хотел объединить все, поддержали нашего главу города Махачкалы и вместе с Салманом благоустраивали и делали из нашей столицы самый красивый город в стране. Это возможно сделать. Удачи вам и здоровья. Спасибо огромное тем, кто сюда пришел. Мы гордимся своим земляком, как рубуджинцы, как дагестанцы, и надеемся, на его примере будем воспитывать подрастающее поколение. Еще один предложение есть. Раз здесь есть люди, депутаты, глава города, здесь есть люди с правительства, есть с общественных фондов. Я думаю, что такому легендарному человеку памятник не должен быть под деревьями там. Предлагаем руководству подумать над этим вопросом. И мы со своей стороны, сельчане, район, и я думаю, весь Дагестан поддержит.